Добрый день! Вы смотрите передачу «Акцент». С вами журналист Вера Макарова. Сегодня у нас в гостях старший помощник прокурора республики по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних Юлия Николаевна Каминская. И мы поговорим об ответственности родителей в отношении своих детей. Юлия Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Вера Ивановна. Юлия Николаевна Каминская выросла и окончила школу в поселке Тикси Булунского района. После окончания Харьковского юридического института вернулась в Якутию, где с 1993 года работает в органах прокуратуры. В должности старшего помощника прокурора республики по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних с 2005 года, старший советник юстиции, награждена нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Одним из приоритетных направлений деятельности в органах прокуратуры является защита прав несовершеннолетних и защита их интересов. Какая работа ведется в этом направлении? Действительно, это одно из приоритетных направлений надзора. Ежегодно прокурорами республики выявляется около 12 тысяч нарушений, что составляет 6-ю часть от общего числа нарушений прав граждан республики, это примерно 63 тысячи. Прокурорами проверяются практически исполнение законодательства во всех сферах жизни несовершеннолетних. Это и защита прав детей-инвалидов, доступность среды для них, создание сайты, это и сфера образования, безопасность в школах, проведение и финансирование ремонта, обеспечение учебниками, это и защита жилищных прав детей-сирот, которым ежегодно мы уделяем большое значение. В 2017 году с помощью мер прокурорского реагирования органами государственной власти было около 900 миллионов рублей выделено на строительство жилья для детей-сирот. Это и профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, суицидов, и остальные сферы, все, что касается соблюдения прав детей. То есть прокуратура и координирует, и надзирает? Да, координируем мы деятельность правоохранительных органов по предупреждению преступности несовершеннолетних и по борьбе с преступностью. И осуществляем надзор за всеми органами, которые задействованы в защите прав несовершеннолетних. Недавно в Сунтарском Улусе было возбуждено уголовное дело в отношении нерадивой матери, которая не исполняла свои родительские обязанности в отношении своего ребенка-инвалида. Этот факт выявила полиция или прокуратура? И как прокуратура реагирует на такие факты? Данный факт был выявлен в ходе проведения плановой проверки органов прокуратуры, которая запланирована и проведена была в связи с тем, что у нас в республике в 2017 году продолжается рост подростковой преступности. И, помощник прокурора Сунтарского района, она лично, посещала неблагополучные семьи. И было, установлено, что 8-летний ребенок, инвалид детства, который не может самостоятельно себя обслуживать, он длительное время не получал пенсию, не получал бесплатные лекарства, у него не было инвалидной коляски. Все потому, что его мать, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, она в 2015 году не обратилась по поводу переосвидетельствования. И подобное поведение матери, оно должно было вызвать реакцию со стороны участкового педиатра, который должен был соответствующие органы профилактики, комиссию по делам несовершеннолетних, правоохранительные органы уведомить о том, что она ненадлежаще исполняет свои родительские обязанности. Но чего педиатрам сделано не было. И только в ходе прокурорской проверки эти нарушения со стороны матери, со стороны педиатра были установлены. Мать прямо в ходе прокурорской проверки написала заявление о выдаче инвалидного кресла для ребенка. Прокуратурой было внесено представление учреждения здравоохранения и направлены материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действия матери на предмет наличия состава преступления, предусмотренного 156. Это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
сопряженное с жестоким обращением. А как часто вот прокуроры Улусов, да, вот делают такие обходы по неблагополучным Ну, семьям? периодически, они выборочно, но мы не должны подменять работу Полицию. органов системы профилактики, в обязанность которой входит вот посещение таких семей. Ну, как надзорный орган, вот наша задача выявлять просчеты в их работе, нарушения. Ну и вот в ходе этой проверки 500 актов прокурорского реагирования было внесено, ну, значительное число серьезных нарушений было выявлено. А какая ответственность предусмотрена для таких родителей, законных представителей, не исполняющих или не надлежащих исполняющих свои обязанности родительские? Предусмотрено лишение свободы до 3 лет, исправительной работы до 2 лет или штраф до 100 тысяч рублей. То есть минимально это штраф, Да, начиная, да? минимально это штраф. Значит, за неисполнение обязанностей, ну, которых нет таких серьезных, да, грубых нарушений, что влечет уголовную ответственность по статье 5.35 Административного кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен штраф от 100 рублей до 5000 рублей, вот, и может быть даже арест на 5 суток. А в каком случае родители могут быть лишены родительских прав, и прокуратура может инициировать такое? Да, прокуратура наряду с органами опеки, одним из родителей и с другими правозащитными организациями, такими как комиссии по делам несовершеннолетних, организации для детей-сирот, социально-реабилитационные центры, вправе обратиться в суд по поводу лишения родительских прав. Такой вопрос рассматривается в отношении родителей, которые либо уклоняются от исполнения своих обязанностей, в том числе от содержания детей, уплаты алиментов, либо злоупотребляют своими правами, в том числе жестоко относятся к детям, значит, посягают на их половую неприкосновенность, либо отказываются забрать своего ребенка из соответствующих учреждений. А также данный вопрос может быть рассмотрен в отношении лиц, родителей, страдающих хроническим алкоголизмом либо наркоманией и совершивших преступления против жизни и здоровья членов своей семьи, детей, ну, другого супруга. Вот это 5 оснований, по которым значит, может быть рассмотрен и должен быть в необходимых случаях рассмотрен вопрос. Но решение принимает, конечно, суд. Но вот эти соответствующие органы и родитель второй, он вправе обратиться в судебные органы с таким заявлением. И вот за что наступает вот административная ответственность для родителей? За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей Что сюда входит? Ага. по воспитанию, содержанию, обучению ребенка и защите их прав. Ну, если родители оставляют ребенка без присмотра, ну, конечно, это не, если не сопряжено с угрозой жизни и здоровья, неправильный режим питания, значит, не обеспечивают его право на образование, не контролируют, значит, допускают местонахождение ребенка в ночное время в общественных местах, сами, значит, ну, в это время не осуществляют контроль. Вот за подобное, значит, не такие серьезные как бы правонарушения, да, вот, предусмотрена административная ответственность. По 5.35 прим. Предусмотрена административная ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Тоже сначала как бы административная ответственность, а потом уже, если это продолжает иметь подобное, значит, правонарушение, то рассматривается вопрос о привлечении родителей уже по статье 157 Уголовного кодекса за умышленное уклонение от уплаты алиментов. Таких случаев тоже много. А можно ли вот как-то предотвратить, пресечь вот эти административные правонарушения, или это просто жизнь? Ну, прежде всего, наверное, надо разбираться, почему они наступили. И это вот как раз задача комиссии по делам несовершеннолетних, которая, рассматривая несколько сотен таких правонарушений в год, обязаны принимать меры к устранению причин и условий административных правонарушений, разбираться, что мешает родителям осуществлять свои обязанности. Но, к сожалению, комиссии вот у нас не дорабатывают, о чем мы им систематически напоминаем. У них порядка всего 200, например, представлений об устранении причин и условий. И поэтому вот число таких правонарушений, оно остается стабильным. А как вы оцениваете профилактическую работу? Ну, настоящая проверка показала, что очень много просчетов
в работе органов системы профилактики, в их взаимодействии, из-за чего семьи неблагополучные, раннее вот это выявление, да, вовремя добрые руки органов системы профилактики не всегда подхватывают, не всегда оберегают. И одна еще из причин — это, конечно, недостаточный ведомственный контроль со стороны наших министерств и ведомств, о чем мы тоже неоднократно, значит, обращали их внимание. Например, вот Министерством здравоохранения, Министерством труда и социальной защиты, Министерством по делам молодежи практически не выявляются нарушения в работе подведомственных органов системы профилактики. И это, конечно, прокуроры не могут заменить, значит, в силу того, что мы осуществляем надзор за всем законодательством, в то время как вот эти органы государственной власти, у них узкое направление работы. Поэтому, значит, с учетом вот роста преступности в республике, данная работа не может быть оставаться на прежнем уровне, должна быть активизирована. Юлия Николаевна, спасибо вам за участие в нашей передаче. Вы смотрели передачу «Акцент». Всего доброго.